Рисунки, эссе, стихи и не только. На конкурс поступило более полусотни работ. Каждая из них по-своему ценна и оригинальна. Столичные градоначальники, по совместительству председатель жюри, поблагодарил всех участников за любовь к городу и неравнодушие к его облику. Действительно было очень нелегко определить победителей, но конкурс есть конкурс, и мы сегодня с удовольствием наградим и вручим подарки нашим победителям. Ну и хотелось бы отдельно поблагодарить организаторов этой выставки, с какой любовью она оформлена. Такие замечательные фотографии мы можем посмотреть на стенах, где отражен практически весь процесс строительства набережной, ну а в работах творческих отражено ее будущее. Мы обязательно ее построим, и мы обязательно встретим в столетии республики на новой набережной города Сыктывкара. И вот, наконец, победители получают заслуженные призы. Самой юной победительнице, ученице 3 класса Софье Токмаковой, достался велосипед. Девочка рассказала, что ее вдохновила набережная в соседнем областном центре, которую она посетила вместе с родителями. Я нарисовала ротонду с идеей Кировской набережной. Там набережная очень большая, есть тоже парк. Там ротонды большие, но я нарисовала самую маленькую, которая там была. Решила нарисовать перила на своей картине и очень странные фонари. 10 августа начался уже второй этап конкурса. В нем принимают участие архитекторы-профессионалы. Отметим, что им нужно будет обязательно учесть идеи обычных горожан. Таково одно из условий, поставленных жюри. Первые и вторые места, например, которые заняли, они все достаточно реалистичны. Некоторые есть, конечно, утопичные, но немножко, если причесать, они тоже могут быть реалистичными. Поэтому и требуется изначально конкурс идей, где поучаствовали все жители города. А следующим этапом уже идет более профессиональный конкурс, это архитектурная концепция, которая уже немножко с небес на землю все эти идеи приземляет и воплощает их в жизнь. Профессиональный этап конкурса продлится до 1 октября. Наряду с экспертами оценивать идеи будут горожане посредством интернет-голосования. Константин Куратов, Сергей Туркин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.